Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. 13 декабря в 4 районах Республики Саха-Якутия прошли выборы глав и депутатов представительного органа. Вот у разведчиков есть одна максима, спасшая, к слову, не одну жизнь. Сомнения трактуются в пользу отказа. В каких районах у избирателей были сомнения? Были ли они вообще? Узнаем в Центризбиркоме. В среднем явка избирателей составила чуть более 50%. Наибольшие сомнения и, следовательно, самая низкая активность населения зарегистрирована в Белецком наслеге Алданского района – 30,1%. Наибольшую явку по прошедшим выборам показали Адулынский наслег Горного Улуса. Там к участковым избирательным комиссиям подошли более 90% избирателей наслега. И главой этого наслега избран Петров Иван Спиридонович, тоже самовыдвиженец. Тоже это как и вновь избранный глава Алдана Александр Бугай. В сегодняшней программе поговорим подробнее о выборах в этом городе и Алданском районе, тем более, что заместитель председателя Государственного собрания Илтумен Ольга Балабкина считает район типичным классическим срезом электоральной Средней России с ее полярностью мнений и доминантой партии «Единая Россия». Ольга Валерьевна, а в чем своеобразие Алданского района? Есть ли что-то в политической палитре, что отличает его от других? Много мнений, много позиций, достаточно, в общем, такое разнообразие разных политических сил, да, очень разные, слишком большой разброс по слоям населения. И поэтому для представления интересов разных партий сегодня представляют практически интересы каждой группы. И если, например, это была характерна такая разнообразная картина, политическая палитра для районного собрания депутатов, да, буквально 3 года назад, то сейчас необходимо сказать об определенном доминировании «Единой России». Возможно, на это, по моему мнению, повлияло 2 фактора. Во-первых, успешно проведенные в прошлом году выборы главы Республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова, где большинство алданцев достаточно, в общем-то, с серьезными процентами голосов отдали свои голоса в поддержку действующей власти в лице Егора Афанасьевича, прежде всего, в том числе и как представителя «Единой России». Второе, на усиление «Единой России», вообще такое доминирование «Единой России» повлияла и та протестная ситуация, которая возникла в сентябре. Нами были сделаны соответствующие выводы, и уже сама по себе кампания, которую мы проводили в этом году, независимо от результата, который мы получили, все-таки эта кампания, она такая очень активная. Иногда у меня складывалось, что речь идет о штурме Зимнего. То, что победил самовыдвиженец Александр Бугай, вами это предугадывалось? Это действующий глава города Алдана, и, соответственно, его политическое влияние, политическая сила определена тем количеством голосов, которые он сегодня набрал. Да? Что он сегодня из себя представляет? Из себя представляет собой достаточно тоже разнообразный срез граждан, от интеллигенции до старшего поколения, порядка 2 с чем-то тысяч голосов избирателей. От количества в целом избирателей по Алданскому району, да, казалось бы, это небольшая процентовка, но тем не менее это общий срез практически всех. В его электорате представлены все все слои населения, поэтому он и выбран сегодня. Оценка ли это его работы гражданами? Да, это большой вопрос, потому что то количество, которое оказалось разделенное на остальных кандидатов в совокупности вместе с против всех, оно не маленькое. Треть его и 2/3, в общем-то, в другую сторону. Здесь надо напомнить, что Александр Бугай принимал участие в сентябрьских выборах, однако его подкачало юридическое сопровождение, и на основании решения Верховного суда он был снят с регистрации. Юридическая чистота, она имеет вообще всю эту предвыборную кампанию большое значение. Как юридическая чистота подготовки документов на сентябрьских выборах, так и чистота проведения кампании сегодня. Да, на любых. Поэтому есть громкие лозунги там за честные выборы. Да? Я отношусь к этому как юрист прежде всего. И те, кто, например, столько лет со мной работает, и я как кандидат работаю, да,
И когда мы работаем непосредственно, например, там, на любых выборах, я всегда говорю о том, что партия «Единая Россия» должна соблюдать все требования закона. Нам не прощается ни одна ошибка. И я сегодня очень рада тому, что с этой же тенденцией вышла, например, «Справедливая Россия» на выборах вот сейчас, в декабре. Они были усилены мощной группой юристов, которая указывала на замечания практически, в том числе и незначительные, на каждом избирательном участке. Спасибо им огромное за учебу наших избирательных комиссий. Выборы разделяют нас по политическим интересам, но объединяют надеждой на лучшее. А что для нас, как единого избирателя, лучше? Когда, скажем, глава города и большинство депутатов городского собрания являются членами одной партии или находятся в оппозиции? Ну, начнем с того, что, например, у нас сегодня, получается, глава по городу Алдану самовыдвиженец, да, а депутатский корпус там будет сложен практически там, большинство «Единой России», при этом даже с превышением конституционного большинства «Единой России». Поэтому, в принципе, сегодня вновь победила «Единая Россия» в городе Алдане, и даже самовыдвиженец должен будет все-таки работать по тем правилам, которые будут приниматься там, консолидированно на собрании. Я всегда говорю о том, что любые взаимоотношения, любые амбиции не должны влиять на гражданина. Политические амбиции отдельных личностей. Как по-вашему, глава муниципалитета – это все-таки больше политик или хозяйственник? Вот глава муниципалитета такого, как Алдан, должен быть прежде всего политиком. Ну, я думаю, что любой политик, да, он должен быть силен своей командой. Вот непосредственно с командой, и эта команда определяет, и сегодня, значит, соответственно, и она и действует. Тогда для политика договороспособность – это важное качество? Да, для него это обязательное качество. И сегодня непосредственно ему придется договариваться как с депутатским корпусом, который представляет в полном объеме «Единая Россия», да, практически в полном, при моем, так сказать, вот, уважении ко всей вот, значит, партиям остальным, вот, так и умение договариваться с главой района. Тоже у нас единорос. Да, я думаю, что мудрости Александра Лукича Бугая, как самодвиженца, для этого хватит. «Единая Россия» сегодня, по моему мнению, остается главной политической силой на территории Алданского района. И, по сути дела, должны, наверное, все-таки партия «Справедливая Россия» признать ослабление своих позиций. Особенно эти выборы это показали. Потому что их преимущество, которое есть сегодня на уровне районного собрания, да, оно не нашло отражения на уровень городского собрания. Известен такой афоризм Лоуренса Питера. Выборы – единственная гонка, в которой выигрывает большинство участников. На этих выборах, которые, кстати, прошли довольно спокойно, без явных эксцессов, большинство в основном голосовало за представителей «Единой России». Однако не везде. Есть один из районов, где, значит, у нас есть определенные проблемы, но они не проблемы, победил вновь самовыдвиженец. А проблема в чем? В том, что там вторым кандидатом, достаточно близким к самовыдвижению, является кандидат против всех. Вот об этом кандидате нужно заботиться все больше и больше. Конечно, должны очень внимательным образом проанализировать результаты этих выборов, как там, где одержана победа, и там, где представитель от «Единой России» не смог победить. В чем причина этого поражения? Или в неправильности отбора, в неправильности избирательной кампании и ее идеологии, или слабой активностью избирателей, что мы их не смогли отмобилизовать. 23 кандидата было выдвинуто на пост глав поселений. Так, и выдвинули, значит, местное отделение политической партии «Единая Россия» выдвинуло 5 кандидатов, «Справедливая Россия» 3 кандидата, ЛДПР 3 кандидата, КПРФ 3 кандидата и 9 человек выдвинули свои кандидатуры сами. На мандаты депутатов в представительные органы этих муниципальных образований было зарегистрировано всего 75 кандидатов. То есть на один мандат депутата представительного органа муниципального образования были зарегистрированы 3,5 кандидата. А теперь, как говорят англичане, last but not least. Последнее, но не наименьшее. В смысле, немаловажное. И последнее. Следующей осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Они откроют новый большой избирательный цикл, зададут основные тренды политического развития на ближайшие годы. Ожидается высокий уровень конкуренции.
Впервые с 2003 года думские выборы пройдут как на уровне политических партий, так и на уровне персоналей в связи с возвращением смешанной системы. А что вы ждете от будущего политического года? Формируется новый законодательный орган страны, да? И здесь что необходимо сказать? Немножечко меняется, и в том числе у нашей партии, подход к его формированию. Это раз, да? Значит, мы вводим определенного рода предварительное голосование уже на уровень всеобщий, переводим, да, для того, чтобы определиться с кандидатурой, советуемся с населением, какую кандидатуру выбрать. Если мы вот такое гражданское общество привлечем к реализации задач, поставленных в идеологии предварительного партийного голосования, мы действительно получим того кандидата, который сможет достойно представлять не только интересы Единой России, но и всех жителей Саха-Якутии. Хотелось бы, чтобы было избраны такие депутаты, которые в Государственной Думе будут представлять как можно больше интересов регионов. И именно одномандатностью, мажоритарностью это достигается. Возвращаемся к одномандатным округам. У нас появится депутат-одномандатник, который будет жить именно в большей степени интересами региона. Да, потому что партийная дисциплина – хороший, великолепный рычаг, но иногда происходит лоббирование определенных интересов большинства, да, того, кто представляет в группе, или там консолидированность голосования. Иногда это мешает. Но, тем не менее, конечно, все зависит и от лоббистских возможностей, но возвращение к мажоритарной системе, оно носит положительный характер. Я жду стабильного развития вообще, да, какого-то определенного, для того, чтобы вот принимаемый нами бюджет ни в коем случае не нарушил наших планов. Вот честное слово, могут быть любые политические дебаты, могут быть они жаркими, могут быть они теплыми, да, но они далеко не Олимпийские игры. Весь этот политический процесс не должен повлиять на идущий паровоз нашей республики. Демократия означает нечто большее, чем периодически проводимые выборы. Она включает осмысленное участие в принятии решений, сознательный процесс, в котором заслушиваются и принимаются во внимание разные взгляды и высказывания. Это слова лауреата Нобелевской премии 2001 года по экономике Джозефа Стиглица. Я желаю нам всем такой демократии. Есть такое избитое, да и, в общем-то, пошлое выражение «победители не судят». Судят, но несколько позже. И это надо учитывать каждому. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.